Всем привет, мои дорогие! Сегодня с вами Астарта Сантья Тара, и мы будем делать расклад на тему его чувства ко мне сегодня. Какие чувства он к вам испытывает сегодня. И, как обычно, рекламная пауза. Уже все новинки будут, последние новинки будут в описании к этому видео. Пожалуйста, обратите внимание. Плейлисты в вашем распоряжении и также прогнозы на февраль по знаком зодиака тоже. Вот, кратенько. И теперь, пожалуйста, сосредоточьтесь, подумайте о том мужчине, который вас интересует. Подумайте о нем, подумайте о ваших с ним отношениях и спросите, какие чувства он испытывает к вам сегодня. И выбирайте свой вариант. Если у вас, например, на примете 2 ухажера, 3 ухажера, да, то можете загадать для каждого ухажера просто свой вариант. Поиграйтесь с вариантами, поиграйтесь с картами. Я бы сказала, поиграйтесь с мирозданием. Оно любит, когда вот с ним играют, когда они боятся, когда делают тот самый шаг в бездну. Если вы понимаете, о чем я, да? Итак, выбирайте свой вариант. Я перехожу к первому. Ну что, единички, смотрим вас и какие чувства он испытывает к вам сегодня. Вы знаете, я бы сказала, что он к вам тянется всем своим существом, всем своим сердцем, желает быть с вами, тянется к вам, ищет к вам подход, пытается вас понять, пытается вас раскусить, пытается вас изучить. Мужчина уже к вам привязан. Мужчина уже, я бы сказала, знаете, вот как попал в капкан вашей красоты и вообще вашей сети. Но здесь есть червоточинка. Он вот пытается вас понять, потому что не понимает, что происходит, потому что не понимает, куда движутся ваши отношения, и потому что не понимает, что и когда пошло не так. Почему все пошло не так? Он к вам не стремился, как бы он не желал быть с вами, как бы он к вам не тянулся, он чувствует одиночество. И такое ощущение, да, что вы его как будто бы не принимаете, вы его гоните, вы его отталкиваете, вы от него закрываетесь. А мужчина чувствует некую такую влюбленность, да, некую к вам привязанность. Но опять же, дорогие, обратите внимание, что это, во-первых, гадание онлайн, во-вторых, все-таки наши чувства, они каждый день меняются, они не статичны. Сегодня мы чувствуем одно, завтра мы чувствуем другое. И вот сейчас, если вы выбрали верный вариант, прислушались к своей интуиции, то на данный момент у мужчины вот такие чувства. Чувства, когда он не уверен и пытается найти даже иногда в себе что-то, пытается всю, как сказать, но вот чувствует проблему в себе. Такое ощущение, что он в себе копается и пытается понять, что же произошло, почему не так, что во мне не так, почему она меня гонит, почему она меня не принимает, почему она к себе близко меня не допускает, может быть, она мне не доверяет. Хотя он видит, с одной стороны, вашу благосклонность, а с другой стороны, вроде как вы и от него немного отстраняетесь, вы от него немного закрываетесь. И от этого, опять же, возвращается к себе и ищет проблему в самом себе, в своей личности. Вас видит он прекрасно, вас видит он сексуальную, красивую, самодостаточную, где-то даже творческую, талантливую личность. Личность, с одной стороны, открытую, с другой стороны, такую очень эмоциональную и закрытую. Видимо, когда у вас что-то происходит, дамы,
Когда что-то идет не так, может что-то не получается, может быть просто Луна не в той позиции, в общем настроения нет. Вы от него немного так отстраняетесь, закрываетесь, отворачиваетесь, а ему хотелось бы, чтобы вы ему доверяли, ему хотелось бы, чтобы вы разделяли с ним свои эмоции, чтобы вы просили такой некой у него помощи, некой поддержки, чтобы вы были слабой рядом с ним. А вы наоборот показываете ему свою самодостаточность, свою самостоятельность, и от этого он опять же возвращается к себе и думает, может быть, я не так хорош. На самом деле мужчина к вам привязан. Вот такое ощущение, что вы, конечно, задаете тон отношениям, вы эти отношения ведете, вы, видимо, что вы пожелаете, что вы захотите, этот мужчина готов выполнить. Он понимает, что вы, у вас вот этот самый ключик, вот этот самый шанс, вот эта самая возможность, чтобы эти отношения развить. Вы, так как вы задаете тон, вы задаете направление, и тем самым, когда вы закрываетесь, когда вы одеваете маски, когда вы ему не показываете, что на самом деле вы испытываете, что на самом деле вы чувствуете, и почему вы в таком или в том или ином настроении, он не понимает. Он начинает изучать. Он начинает копаться в себе, копаться в вас, копаться в ваших отношениях, что пошло не так, когда пошло не так, почему пошло не так. На самом деле он к вам открыт, и он к вам расположен, как я уже и сказала, да, он влюблен. И вот это чувство, да, влюбленности, оно и приводит его к тому, что человек начинает заниматься самокопанием. Вот смотрите, тут какие карты у нас красивые. У нас компас, собака и тучи. Тучи у нас, да, явление временное, но они тут настолько такие сгустившиеся, да, настолько серые и темные, что вот он сразу теряется, и у него начинается такие, не то чтобы паника, да, а вот сомнения, и он и такое состояние сразу раздрайва у него, он начинает сразу немного нервничать, да, он начинает, у него сразу вот эта разбалансировка появляется, и он в таком вот на нервике, в таком вот подвешенном состоянии, не понимать, что будет дальше, и понимать, что все зависит от вас. Вот как вы себя сейчас поведете, так он на то и будет согласен. А вы, как я уже и сказала, да, у нас и одна, и вторая колода нам говорят о том, что вы, так как вы некий такой локомотив, да, вы задаете тот тон, когда мужчине нужно, когда он уходит в себя, когда ему нужно вот как-то начинать двигаться и начинать изучать, чтобы понять, как к вам подобрать ключик, какой к вам подобрать ключик, что, как себя нужно с вами вести, что нужно делать, как говорить, куда водить, что показывать. Но вот с одной стороны, единички, это и хорошо. Мужчина начинает двигаться, мужчина не сидит на месте, да, мужчина включает вот эту функцию завоевателя, да. А когда вот все совсем хорошо, ну вот, наверное, он немного так проседает, наверное, расслабляется и все. А как только вы начинаете показывать характер, сразу у мужчины так вот ощетинивается и думает, ага, что-то пошло не так, и начинает двигаться. На самом деле, как резюме, я бы сказала, что мужчина очень даже к вам расположен, очень даже влюблен и готов исполнять ваши прихоти, и хотел бы проводить с вами время, хотел бы быть рядом с вами. Это был первый вариант. Я желаю вам всего самого хорошего. Будьте счастливы, будьте любимы, берегите, балуйте. Любите себя, пусть ваша жизнь будет прекрасной, наполненной, гармоничной. А я с вами прощаюсь. Это была Астарта Сантия. Всего вам хорошего. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте общаться. Перехожу ко второму. Ну что, второй вариант. Смотрим вас. И какие чувства мужчина испытывает к вам сегодня. Ну, в первую очередь, по двум колодам я бы сказала, мужчина, конечно же, к вам привязан.
Мужчина испытывает, видит в вас человека, друга, человека-партнера, с которым ему легко, с которым ему свободно, с которым он может быть самим собой. Вы такое ощущение, что с ним идете нога в ногу, вы смотрите с ним на многие вещи одинаково. В общем, такие вот партнерские, дружеские чувства. И, конечно, здесь есть место любви. У нас выпала здесь прекрасная карта сердца. Итак, давайте начнем по порядку. Во-первых, конечно же, мужчина к вам привязан. Мужчине с вами хорошо, мужчине с вами комфортно, свободно. Вы тот человек, с которым ему не нужно притворяться, с которым он может быть самим собой, но в то же время почему-то он рядом с вами чувствует себя одиноким, чувствует себя неким таким вот покинутым. Он часто от вас закрывается и, скорее всего, некоторые вещи от вас скрывает, не договаривает, что-то не говорит. А все почему? Вот как получается, да, ему с вами хорошо, ему с вами свободно, но почему-то есть место боли и такому вот одиночеству, холодок такой внутренний у него присутствует. И этот холодок приводит его к тому, что он думает, ну, наверное, лучше здесь промолчать, наверное, лучше не говорить, ничего не рассказывать, чтобы сохранить то тепло и тот уют, ту дружбу, то партнерство, которое между нами уже сложилось. Вот не хочет он нарушать то, что уже есть, он этим дорожит. И боится, вот если он шагнет, да, к переменам, попытается что-то изменить, попытается вам что-то сказать, он, это как, знаете, шаг в неизвестность. Он боится, и он этот шаг не делает. Ему легче отмалчиваться, ему легче ничего не говорить, переживать вот это одиночество и молчать. Принимать то, что сейчас есть. А так хочется, так желается сделать шаг, тот самый, да, чтобы как-то изменить формат отношений, что ли, как-то что-то поменять. Давайте вам сейчас карту раздвину. И ну, вот, стать еще ближе. Но он боится, он сам себе выстроил барьеры, сам себя ограничивает. Вроде как он и понимает, что вы все-таки его друг, его соратник, его партнер, да, но почему-то есть какие-то ограничивающие его факторы. Может быть, он и сам их выстроил, и сам их построил, да, и он не боится сделать шаг, потому что там неизвестность. И он этот шаг не делает. И в то же время, да, здесь такое ощущение, что, может быть, вы еще как-то повлияли на это его решение. Лучше я промолчу, лучше я стерплю. Хотя он хотел бы, очень хотел бы выйти за эти рамки, которые ограничивают, и все-таки стать еще ближе и вам что-то рассказать или с чем-то с вами поделиться. И стать еще ближе. Вот есть что-то, что ограничивает. И все это приводит к тому, что он начинает себя заниматься самокопанием, заниматься самобичеванием. Сам себя грызет, сам себя съедает. В общем, вот такой вот диссонанс в отношениях, он ни к чему хорошему его не приводит. Хотя, дорогие мои, вот я бы сказала, что вы все равно с ним на одной волне, вы бы его поняли, но почему он так себя ведет, да, что его ограничивает, здесь, по крайней мере, метафорическая колода нам не показала. Но тут явно есть какие-то факторы, которые его ограничивают. Может быть, это неуверенность в себе, может быть, когда-то что-то как-то вы ему сказали, но знаете, вот в каком-то пустом бытовом разговоре он для себя что-то отметил, запомнил, и теперь это стоит между вами неким барьером. Вот, я не знаю, может быть, вам как-то что-то нужно ему сказать или как-то показать, что вы, в принципе, его поймете и не будете осуждать, что он может вам довериться, может вам рассказать все, что угодно. И не нужно бояться. Далее смотрим, что у нас карты Ленорман показали. Показали то же самое, что он к вам привязан, что вы все равно задаете отношениям тон. И что сейчас у него такой период, когда он вынужден выбирать.
вынужден понять, как и что, куда ему двигаться, чтобы эти отношения с вами сохранить и развивать. А судя по всему, все-таки он сохранить их хочет. И все-таки здесь у нас на результат карта сердца, да, к чему же все это приводит. И здесь у него самокопание, самобичевание. Вот ему легче копаться в себе, да, себя во всем винить, нежели с вами поговорить. И вот тут тоже карта сердца, он понимает, что он влюблен. И вот здесь, да, у нас Ленорман говорит в начале всего расклада, она говорит, что он пока на неком таком распутье. Да, он к вам привязан, да, он хочет быть с вами, да, вы задаете тон, вы ведущий, но он хотел бы неких таких, видимо, перемен, да, которые бы отношения углубили. Чтобы отношения стали еще более доверительными. Он бы хотел бы вам предложить или что-то как-то сказать, куда-то вас сводить, чтобы как-то вот стать с вами ближе, еще ближе. Но смотрите, у нас карта развилка, карта метла и карта сердца. Вот эти три карты нам говорят о том, что он сомневается, он боится, опять же занимается неким таким самобичеванием, и не делая того, чего бы ему хотелось бы на самом деле. То есть ему то, что есть между вами, он этим дорожит и боится потерять. И поэтому боится предложить какие-то перемены в отношениях, боится внести какой-то, не знаю, свежий ветерок, какие-то предложения вынести на ваш рассуд, да, и это все приводит к тому, что он сомневается, он в таком положении, когда пока не понимает, куда двигаться дальше. Ну вот как вам сказать, как ему себя повести, чтобы отношения и сохранить, и их еще и углубить. Вот тут он в таком подвешенном состоянии. У нас карта метла и карта луна рядышком идут, да, то есть мужчина пока не понимает, куда ему двигаться. Он, может быть, думает, анализирует, да, но ни к чему хорошему пока он не пришел. Ни к какому общему знаменателю он господи, я заикаюсь, простите меня, этот анализ его не привел. Но, судя по картам, опять же, да, как резюме, как итог всего расклада, он привязан, он к вам многими такими вот ленточками, веревочками, да, хочет быть с вами, но фактор ограничивающий, он присутствует. Что это за фактор, нам этот расклад не показал. Просто сказал как факт, что он присутствует в отношениях, но мужчина эти отношения сохранить хотел бы. А вот такой у нас вышел расклад, дорогие мои двоечки. Я желаю вам любви, открытой любви, когда нет страха что-то кому-то рассказать. В общем, такого глубинного доверия друг к другу. И будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы, любите, берегите, балуйте себя. С вами была Астарта Сантия. Искренне надеюсь, что мой канал и мои расклады вам полезны. Я с вами прощаюсь и перехожу к двойкам. Ну что, троечки дорогие, смотрим вас и его чувства к вам сегодня. Ну что, тут я хотела сказать вам, хотела бы и скажу, что мужчина влюблен однозначно. Мужчина хотел бы те чувства, те отношения, что с вами сложились, сохранить. Хотел бы быть с вами, это однозначно. Я уже повторяюсь, уже поздняя ночь, прошу прощения. И знаете, вот мужчина хочет проявлять заботу, мужчина хочет быть для вас опорой и поддержкой. Мужчина хотел бы построить с вами такие длительные отношения, в которых будут еще и плоды. Мужчина хочет, знаете, вот как быть для вас таким оплотом, такой опорой. И также он хотел бы, чтобы вы во всем и всегда слушались его. Вот знаете, вот некоторые мужчины говорят, вот делая, как я говорю, так будет правильно. Вот этот мужчина у вас такой, который хотел бы, чтобы вы слушались его, что он умен, что он силен, и он сможет вас защитить, сможет дать вам ту жизнь, которой вы достойны.
Также здесь есть вот такой моментик, помимо любви, да, привязанности, желания интима с вами, помимо того, что он в вас находит также свой оплот, ему с вами хорошо, ему с вами комфортно, ему с вами свободно, он хотел бы идти с вами по жизни. И в то же время, вот может быть такой момент, что либо у него, либо у вас, тут карты не говорят, у кого именно из партнеров есть либо прошлые отношения, либо какой-то друг такой близкий, к которому он может ревновать. Ну вот я склоняюсь к тому, что он, скорее всего, у вас ревнует. И либо он вообще, в принципе, такой ревнивый, что вот чуть что, шаг влево, шаг вправо, все, тут сразу идут угрозы, тут сразу идут какие-то упреки, тут уже сразу такой накал в отношениях, некая агрессия от него исходит. Вот такая ревность на грани, знаете, когда любая переписка в мессенджерах, любая переписка в соцсетях с каким-нибудь близким другом, с которым вы давно общаетесь, вот он это все может воспринимать в штыки, потому что есть ревность, и эта ревность приводит к некой такой агрессии, потому что вы только его, и больше ничья. Вот заглядываться на других мужчин, не дай бог, что-то как-то вы другому мужчине сказали, как-то не так посмотрели, все это рассматривается как флирт, как заигрывание с его стороны, и вот тут начинается такая нервотрепка. А все почему? Потому что он думает, он считает, что это сразу угрожает вашим с ним отношениям. И все это приводит к тому, что он видит у вас прекрасную, красивую, самостоятельную, такую некую творческую личность, да, креативную, конечно же, красивую, желанную, и личность даму, у которой полно везде и много поклонников, и он в этом видит угрозу. Вот ваше все окружение, да, те люди, с кем вы общаетесь, это для него такая некая угроза. Не дай бог, кто-то куда-то вас переманит. Не дай бог, появится рядом человек-мужчина, который вам станет ближе, и вы вдруг влюбитесь или будете испытывать к другому мужчине какие-то теплые дружеские чувства. Вот здесь, конечно, он держит руку на пульсе всегда. Тут могут проверяться мессенджеры, тут могут читаться соцсети, тут может, и до такого может доходить. Хотя я бы сказала, что мужчина на самом деле сильный, мужчина на самом деле грамотный, мужчина на самом деле, вот такой, да, интеллектуал, но именно к вам, к вашим отношениям он относится вот так вот болезненно и с большой ревностью, дорогие мои троечки. Далее. А что нам говорят карты Ленорман? Карты Ленорман нам говорят, что, вот как я уже и сказала, да, мужчина следит. Мужчина следит, мужчина так вот дотошно что-то проверяет, может что-то читает, вот о чем я и говорила, да, мессенджеры, соцсети. Но, смотрите, вот тут у нас первая выпала карта Маска. Вот тут я бы сказала, да, это все может проходить в какой-то шуточной манере. Что там у тебя новенького? Ну-ка покажи мне, как там твои подружки. Но на самом деле, конечно же, он скрывает, не хочет вам показывать истинную причину того, что зачем он хочет и спрашивает у вас, что там происходит в вашей жизни, вот в другой, да, там, где его нет, с вашими друзьями, подружками, соратниками, может быть, на работе, что, как, где, вот специально следит. Следит, потому что ревнует, как я уже сказала, пытается, не дай бог, что-то найдет.
не дай бог что-то заподозрит. Вот у него чувства такие, он считает вас своей, уже абсолютно своей, вы его и больше ничья. В чувствах у него карта крест, карта колодец, карта совы. Тоже вот это такие карты, которые говорят, что мужчина хочет быть с вами. Вы для него такой новый виток, новый шанс. Как бы сейчас у вас не складывались отношения, как долго бы ваши отношения уже не длились, все равно вы его, вы для него такой вот оплот, вы для него его солнышко, вы для него его такая вот сила, которая дает ему и вдохновляет его двигаться дальше, которая дает ему силу и вдохновение, желание двигаться, желание достигать, желание что-то там завоевывать, приносить к вашим ногам. Все это приводит к тому, что он, во-первых, конечно же, с вами хочет быть, он с вами наводит мосты всегда, в какой бы ситуации вы ни находились. Он может быть не агрессивно, но так вот настойчиво в любом случае что-то проверяет, что-то читает. И вот знаете, иногда бывает, что вот-вот будет ссора, вот-вот будет скандал, но он настолько как сказать, держит себя под контролем, что ли, у него такой вот самоконтроль, да, который позволяет ему даже в сложных ситуациях навести мосты. Вот он даже мертвого уговорит, мертвого поднимет. И с вами всегда найдет, всегда будет пытаться найти общий язык, как бы не складывалась ситуация. Да, не дай бог, если узнает, конечно же, что появился кто-то другой, появился кто-то третий, тут все, пиши пропало. Тут просто он не будет скандалить, не будет кричать, но так продавит, так какую-то речь произнесет так, что вы почувствуете себя как выжатый лимон. Но вот здесь в чувствах мужчина испытывает к вам яркие, теплые чувства, влюбленность. Вот тут метафорические карты нам показали ярче его чувства внутри, да, его любовь к вам, его расположение, его благосклонность. Здесь они больше показали, все-таки это не метафорические, не психологические карты, они больше нам показали, что мужчина всегда следит, мужчина всегда держит руку на пульсе, мужчина может не договаривать что-то, но искать всегда истину, искать всегда правду и разузнавать, что, как, где, почему, чтобы быть всегда в курсе дела, чтобы всегда быть вот на волне и понимать, что вообще происходит в ваших отношениях. Не дай бог что-то где-то как-то, сразу он включает вот это вот политика своего внутреннего и как бы вас на свою сторону к себе-то возвращает. То есть не дает вам делать шаг влево, шаг вправо. Сразу он все это дело, в общем, контролирует. Вы только его и больше ничья. Вот такой вот вышел у нас третий вариант. Дорогие, я желаю вам будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. Пусть жизнь будет прекрасна, чудесно, воздушно, ароматно, не знаю, сливочно. Берегите, любите, балуйте себя. С вами была Астарта Сантья. Всех благодарю, что были со мной, что смотрели мой канал, мои видео. Переходите по ссылочкам, по подсказочкам на другие расклады. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.